Наша страна богата природными ресурсами, и большое значение здесь имеет растительный фактор. Обилие флоры делает нашу страну особо привлекательной, и эту привлекательность надо оберегать и поддерживать. Все зеленые обитатели Абхазии должны находиться под надежной защитой. Охранные мероприятия в Абхазии оформлены законодательно. Занимается их проведением подразделение, называемое Государственной инспекцией Республики Абхазия по карантину растений. 30 ноября сотрудники данной структуры отмечают свой профессиональный праздник. Как и многие службы в нашем государстве, она возникла в тяжелые годы нашей войны. Датой создания карантинной службы является 30 ноября 1992 года. Сегодня у нас большой праздник – 25-летний юбилей Государственной инспекции по карантину растений. Эта служба сегодня имеет очень веское и большое значение для нашей страны, в целом государстве. Мы видим все, что происходит в мире, как карантинные вредители перемещаются с одного государства в другое. И в нашу страну тоже проникли несколько опасных вредителей. Это как самшитовая огневка, пальмовый долгоносик, мраморный клоп и другие вредители. Мы предпринимаем огромные усилия, и правительство обращает на нас внимание, дав дополнительные полномочия для того, чтобы стабилизировать обстановку. По сложившейся традиции, к очередному юбилею специалисты службы карантинной инспекции Абхазии подводят итоги своей работы за прошедшие годы, знакомят нас со своими трудовыми буднями. Мы опрыскивали, первое опрыскивание провели 3100 гектаров, это авиация, плюс к этому второе опрыскивание провели на 2000 гектарах. Остальное население, самого населения было роздано. Это ранцевые опрыскиватели, которыми они и лекарства к ним, чтобы они могли опрыскивать свои приусадебные участки. Ну, в основном, что можно сказать? В основном провели двухкратное лечение, но когда мы посмотрели биологию самого клопа, то требуется минимум 5-кратное лечение для того, чтобы устранить это. Главной задачей государственной инспекции является охрана территории Республики Абхазия от проникновения карантинных организмов, то есть вредителей болезней растений и сорняков, которые наносят экономический ущерб сельскому хозяйству, имеют государственное значение. Карантинные мероприятия распространяются на следующие виды груза: овощи, фрукты, крупа, сахар, мучные изделия, кондитерские изделия, тара, упаковочный материал, древесина, отдельные промышленные товары, а также транспортные средства. Карантинная служба – это первый защитный барьер растительных богатств нашей страны. Она занимается контролем ввоза на территорию страны иноземных вредителей и болезней. Следят за тем, чтобы семена сорняков не попадали в Абхазию с импортными товарами. Карантинные грузы – это плодоовощная продукция, зерно и продукты его переработки завозят в Абхазию ежедневно автомобильным, морским и железнодорожным транспортом. Специалисты карантинной службы ведут фитосанитарный контроль на пропускных пунктах через границу, в морском порту, железнодорожных станциях. Контроль осуществляется как на ввоз, так и на вывоз продукции. Выгружается, раскрывается и досматривает тщательно. Эти товары должны сопровождаться фитосанитарным сертификатом. Но мы все равно обследование проводим. Естественно, если что, какие-то образцы надо отобрать, и отбираем, и вот тщательно проверяем. Культура, которая отобрана на образцы, описывается все, откуда происхождение этой культуры, описывается все хозяин и вплоть до того, куда этот товар поступает. После чего это отобранные, как говорится, образцы поступают в республиканскую лабораторию, где делается экспертиза. Уже точно устанавливают, есть вредители или болезни и тому подобное. При подозрении на наличие вредоносных организмов продукция изымается, а образцы же передают на анализ в лабораторию. Лабораторной экспертизе
на выявление семян, плодов, вегетативных органов карантинных сорных растений подвергаются все средние образцы отобранной партии семенного, продовольственного и фуражного зерна. Все мелкие партии семян, предназначенных для научно-исследовательских работ или для коллекционных работ. Посадочный материал, а также гербарий и почвы. А также образцы шерсти, волокна и сена. Лабораторная задача – это фитопатологическая экспертиза, бактериологическая экспертиза, энтомологическая экспертиза, фитогенетическая экспертиза и гарпологическая экспертиза. Вот основная вся задача нашей лаборатории. Забот у инспекторов немало. Все больше появляются разного рода вредители, они мутируют, приспосабливаются. Тем сложнее вовремя выявлять их и не допускать проникновения и распространения на территорию страны. В этом году нами было запланировано обследование на выявление 18 карантинных организмов. Среди них 12 являются отсутствующими в Абхазии. Перед началом обследования были проведены семинарские занятия с районными инспекторами о методике обследования и отбор образцов для карантинной экспертизы. Обследование проводилось в течение вегетационного периода вплоть до уборки урожая. Специалисты ведомства по карантинной инспекции стараются контролировать фитосостояние зеленых насаждений, плантаций, сельскохозяйственных культур. Чтобы обнаружить вредителей, часто приходится прибегать к научным ухищрениям. Сегодня мы устанавливаем феромонные ловушки на выявление томатной минирующей моли вредителя. Ловушки устанавливаем на высоте 1,5 метра. С помощью феромонных ловушек, если где-то здесь есть, они попадают сюда, они притягивают к себе. Приходу инспектора предприниматели рады, потому что он не только проверит, но и подскажет, как уберечь свою культуру. Многое приходится осматривать специалистам. Пасеки, сады, цветники, деревья. В каком они состоянии? Забота инспекторов. Вот такая беспокойная и ответственная работа. В нашей стране карантинная инспекция осуществляет профилактические и радикальные карантинные мероприятия. Профилактика заключается в своевременном обнаружении вредоносных карантинных организмов. В этом деле основным методом является досмотр ввозимой продукции. Что касается радикальных карантинных мероприятий, то специалисты службы принимают меры по обеззараживанию грузов и уничтожению очагов инфекции. Были очаги. В 2 теплицах была обнаружена томатная моль. Мы были очень удивлены. У нас внутри в карантинной инспекции была тревога. Тщательно всю территорию Республики Абхазия каждому было доложено и обследовано. Нигде, ни на открытом грунте, ни на закрытом, на теплицах, нигде не было обнаружено. Было обнаружено только в 2 теплицах эта томатная моль. И нам очень было интересно, откуда это зашло. Вывод был такой. Эта болезнь зашла вместе с семенами. И мы дали такую рекомендацию: на этой территории, где были теплицы, были разобраны и сожжено все. Хотел бы сегодня поблагодарить всех сотрудников за службу, которую они несут, поздравить с 25-летним юбилеем, пожелать счастья и благополучия. Наша профессия является одной из самых благородных и гуманных. На эту специальность людей приводит призвание, поэтому случайных людей в ней не бывает. Я рад, что они стоят на страже и горжусь, что вместе с ними несу такую же службу.